Служба по контракту введена в стране еще в 2003 году. К ней допускаются граждане от 18 до 60 лет. Военнослужащие, заключившие контракт, полностью обеспечиваются обмундированием, получают по указу президента единовременную выплату. Подлежат отбору граждане, которым до 60 лет, которые не были судимы по тяжким статьям, не отбывали наказания, годные по состоянию здоровья, а также имеющие образование ниже 9 классов. Они приглашаются в военкомат, проходят беседу и в количестве 2-3 дней быстро оформляют документы и убывают в часть уже. Прохождение военной службы по контракту – дело добровольное. Контрактники-новобранцы проходят обучение перед отправкой в 503-м мотострелковом полку, дислоцирующемся в Ингушетии. Количество вооруженных сил увеличено и, естественно, дополнительно призывает на военную службу граждан для прохождения ее на контрактной основе. Для республики такое задание дали 668 человек, то есть мы такое количество можем призывать. Возможность получить специальность, достойная зарплата и поддержка от государства – это лишь часть преимуществ, которые дает контрактная служба как самим военнослужащим, так и их близким. Участникам спецоперации предусмотрены многочисленные льготы и социальное обеспечение. Вот, например, участники специальной операции получают статус ветерана боевых действий, их дети поступают без конкурса в высшие учебные заведения, предоставляется бесплатное лечение и санаторное обеспечение. Будут получать в районе СВО, если они находятся, больше, чем получают мобилизованные. На сегодняшний день, будем говорить, контрактник как только поступает на военную службу, ему первое, что делают, это дают подъемные 195 тысяч. Также ему от республики, глава республики издал указ, в соответствии с которым им дается 100 тысяч дополнительно и выделяется земельный участок. Также их обеспечивают дополнительным вещевым имуществом, помимо того, что им дает Министерство обороны, еще и республика дает дополнительно. Чтобы вступить в вооруженные силы страны на службу по контракту, нужно лично обратиться в военкомат по месту жительства или в пункт отбора по контракту, либо можно направить заявление через портал госуслуг. Тамара Хшагульгова, Абдулла Халухоев, Новости 24.